Повышение ожидаемой продолжительности жизни, она у нас должна достигнуть 80 лет. Коэффициент родившихся увеличится с 18 до 18, вернее, на 4%. Переселение из ветхого аварийного жилого фонда признано таковым после 2012 года. С 12 тысяч у нас должен увеличиться до 15 тысяч квадратных метров. Увеличение доли площади благоустроенных общественных территорий городского округа от общей площади общественных территорий с 15 до 80% увеличивается. Увеличение доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям по отношению к 17-му документу. Ну, во-первых, это указ президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года номер 204 о национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года. На республиканском уровне принято 5 стратегических указов главы Республики Саха-Якутия Арсения Сергеевича Николаева. Первый – это указ о стратегических направлениях социально-экономического развития республики. Второй – об экологическом благополучии. Третий указ о стратегических направлениях развития образования республики. Четвертый указ о стратегических направлениях развития сельского хозяйства. И пятый указ об инновационном и цифровом развитии республики Саха-Якутия. В основу актуализации стратегии положены стратегические документы. Это послание главы республики и принятие стратегии социально-экономического развития республики до 1932 года с целевым видением до 1950 года. Также в стратегии включены направления предвыборной программы, выступления, поручения и задачи, поставленные всенародно избранным в сентябре 2018 года главой городского округа города Якутска Татьяны Владимировны Аксентьевой. Стратегия основана на результатах совместной научно-исследовательской работы Финансово-экономического института и научно-исследовательского института региональной экономики Севера Северо-Восточного федерального университета. Как вы знаете, Якутск стал первым российским городом, с которым ООН «Хабитат» подписала соглашение по развитию пилотного проекта программы профилирования жизнеустойчивости городов. Наш город включен в состав 40 городов мира, которые работают по данной программе. 23-27 января этого года в Якутске был проведен семинар по программе профилирования жизнестойкости городов и приезжали представители ООН «Хабитат». Актуализация стратегии является продуктом труда всей команды окружной администрации города Якутска. Каждое структурное подразделение актуализировало свой раздел по целям, задачам, проектам и ожидаемым результатам в соответствии с стратегическими документами федерального и республиканского уровня. Что у нас получилось? Образ будущего города Якутска к 1932 году. Город Якутск к 1932 году должен стать территорией здоровья, удобного для жизни активных, ответственных горожан, открытой власти и безопасной, комфортной городской среды. Городом, куда хочется приехать и где интересно жить каждый день. 7 характеристик города уточнены. Первое – это город Якутск, город здорового образа жизни и долголетия. Второе – город Якутск – это умный город и центр цифровизации республики. Здесь использовался указ главы 149 о информационном и цифровом развитии. Третье – город Якутск, территория комфорта, данное направление сохранено. Четвертое – город возможностей для самореализации бизнеса, также изменения не внесены. Якутск, пятое – Якутск, город креативных индустрий, также сохранен. Шестое – Якутск, центр северного туризма, это направление тоже сохранено. Внесли предложение по изменению и добавлению 7-го направления Якутск, территория реализации личностной стратегии в образовании. Здесь в основу положено изменение указа главы республики 190 о стратегических направлениях развития образования в республике Саха-Якутия. На характеристиках останавливаться не буду, все в принципе изучали эти направления. Стратегическая цель сохранена. На
нашего документа – это достижение высокого качества и уровня жизни горожан на основе формирования и реализации экономического, научно-образовательного, культурного, инновационного потенциала, комплексной модернизации городской среды и перехода на модель устойчивого развития. В процессе актуализации стратегии мы изучили стратегии других регионов, Москвы, Московской области, Татарстана. И среди вот этих всех стратегий наша стратегия имеет более выигрышное положение, потому что четко определены цели, задачи, индикаторы и, значит, те стратегические приоритеты, которые были обозначены еще в 2015 году, они также сохранены, они как бы, и посмотрев другие стратегии, тоже увидели, что эти приоритеты очень правильно были в свое время определены. Значит, первый стратегический приоритет – это формирование благоприятной среды проживания населения. Второй – создание условий для развития и реализации личности. Третий – обеспечение устойчивого и динамичного развития экономики. И четвертое – эффективное управление городскими ресурсами. Единственное, что по данным стратегическим приоритетам были добавлены некоторые стратегические цели, исходя из новых веяний, которые у нас сейчас поставлены перед Российской Федерацией и перед Республикой. Так, формирование благоприятной среды проживания населения. Данный стратегический приоритет у нас включает 8 стратегических целей. Мы усилили из этих 8, не буду все перечислять, демографическое развитие и, значит, охрана окружающей среды и экологическая безопасность. Данное, значит, направление актуализировано в связи с принятием первого указа главы нашей республики о экологическом благополучии. Следующее стратегическое направление – это создание условий для развития и реализации личности. Здесь у нас 7 стратегических целей. Мы актуализировали, добавили, значит, мероприятия по направлению достойный труд и стабильная занятость и по 7-му направлению повышение социального благополучия населения. Например, значит, у нас введен такой показатель доля трудоустроенных граждан предпенсионного возраста в общей численности горожан предпенсионного возраста, завершивших профессиональное образование. Этот показатель увеличится с 57 до 80%. Значит, по приоритету номер 3 при обеспечении динамичного развития экономики, здесь у нас сейчас получилось 12 стратегических целей. Расширили, включили такое направление, как развитие строительного комплекса. Здесь у нас включены все направления, которые сказала Светлана Владимировна, ГЧП, 1, ГЧП-2 и МЧП. Мы включили новую стратегическую цель развития цифровой экономики. Как вы знаете, и указ у нас принят, и все те направления по цифровизации, которые будут сделаны по республике, они коснутся в первую очередь столицы нашей республики. И дополнительный раздел мы включили, это Якутская городская агломерация. Вернее, он раньше был, но мы его усилили, расширили, потому что поставлены новые задачи. По цифровой экономике на федеральном уровне принят указ президента о стратегии развития информационного общества до 30 года. Также распоряжением правительства Российской Федерации в 2017 году утверждена программа «Цифровая экономика Российской Федерации». По 4-му приоритету эффективное управление городскими ресурсами. Здесь у нас 5 стратегических целей. Мы добавили цель 5-ю, это развитие столичных функций. С депутатами обсуждали это направление. Новый раздел, он, значит, у нас сформирован в связи с тем, что закон республики о статусе столицы у нас принят еще в 2011 году. Сейчас с учетом тех направлений и стратегических документов у нас есть предложение все-таки добавить те направления, которые у нас есть по столице. У нас их на сегодняшний день 6. Из них финансируются только 3. И мы предлагаем добавить в соответствии с опытом других субъектов Российской Федерации новые направления. Это проведение мероприятий по природоохранным мероприятиям,
содержание и развитие систем связи по цифровизации экономики. Значит, вторым этапом после утверждения принятия стратегии у нас будут все проекты, которые одобрят депутаты, будут включены и размещены в генеральном плане развития городского округа. Значит, и как пример на тех и на депутатских слушаниях, и на публичных слушаниях мы представляли информацию о том, какие изменения, что было наглядно внесено по, у нас, допустим, по Гагаринскому округу, Центр современной культуры и искусства имени Гагарина включен по строительному округу строительства загрузочной станции с элементами сортировки. Значит, по Магану это централизованное водоснабжение ГРЭС-2. По Табаге строительство канализационно-очистных сооружений. По Табаге также включено строительство водозабора на Табагинском мысе. Депутат Жигасов Анатолий Андреевич вопрос задавал по Хатасскому, рекультивации свалки в Хатасском наследии. Козлова, Прасковья Афанасьевна вопрос задавала, это вот как бы что было видно. Придорожный округ – это культурно-досуговый центр для проведения игровых видов спорта с универсальным залом для настольного тенниса и единоборств. По Сайсарскому округу это рекультивация полигона, размещение твердых коммунальных отходов на Вилюйском тракте. Для удобства населения мы сделали приложение номер 2. Значит, здесь у нас в соответствии с тем, что сказала Светлана Владимировна в одном из своих выступлений на отчете главы, о том, что для населения, чтобы, открыв эту стратегию, можно было видеть, какие стройки будут на территории города Якутска вне зависимости от того, с какого бюджета они финансируются, мы сделали это приложение, и население может видеть, сколько и какие объекты будут построены по тем или иным направлениям. В соответствии с депутатскими слушаниями мы тоже, если первоначально было развитие строительного округа ГЧП включено, то теперь мы его рассредоточили по разделам: культура, образование, здравоохранение, чтобы было удобно для населения. В рамках стратегии у нас на сегодняшний день планируется реализация 147 объектов, из которых по 76 имеется проектно-сметная документация. Общий объем средств, необходимый для реализации данной стратегии, это 41 миллиард рублей. Из них федеральный бюджет, пока идет работа, 60 миллионов у нас уточнено. Республиканский бюджет 13 миллиардов, местный бюджет также 13 миллиардов и внебюджетные источники 3 миллиарда. У нас есть приложение номер 3, в котором уточнены те индикаторы, которые будут у нас реализованы в связи с принятием и реализацией данной стратегии. Допустим, у нас в связи с майскими указами, который поставил определенные задачи, мы изменили показатели повышения, в котором будут уже более детально указаны те проекты, которые мы планируем. Далее на основе стратегии ежегодно утверждаться будет прогноз социально-экономического развития нашего города и, соответственно, муниципальные и ведомственные программы. Проведена большая работа, как сказал Сергей Викторович, по обсуждению проекта актуализации стратегии с депутатами городской думы. 14 декабря было проведено общее рабочее совещание главы нашего города совместно с депутатами, населением, на котором мы презентовали актуализацию стратегии. 28 декабря проведены были публичные слушания стратегии, 28 января депутатские слушания проведены, 31 января 2019 года заседание в постоянной комиссии по бюджетной и экономической политике. 4 февраля стратегии обсуждали на заседании президиума депутатов. Все замечания и предложения, изложенные в рамках данных слушаний, все были учтены и включены в стратегию. Спасибо за внимание. Спасибо. Жанна, есть вопросы к докладчику? Ну, на самом деле, только первым.
Пожалуйста, вопрос. Добрый день, уважаемые коллеги. Действительно, сегодня мы рассматриваем фундаментальный документ по развитию стратегического развития города Якутска. Конечно, проделана очень большая работа в мире города Якутска, прекрасным корпусом. И очень приятно, что действительно в стратегии включены очень важные проекты, которые на сегодня имеют социально значимые проекты. Да? Это строительство муниципального дома для инвалидов и пожилых граждан на основании закона Республики Саха 2009 года. И у меня конкретный вопрос. Когда планирует город Якутск начать работу по изысканию земельного участка и работу над проектом сметной документации строительства данного дома? На сегодня у нас в городе Якутске всего один единственный дом, это Пушная 31, в котором проживает 144 человека. А очередь на сегодня у нас ни в коем случае не уменьшается, их более 1500 человек, это не считая тех людей, которые стоят в очереди в департаменте жилищных отношений. Вот один единственный конкретный вопрос. Спасибо. Спасибо за вопрос, Наталья Николаевна. Но у нас, как Светлана Владимировна сказала, сейчас у нас очень большая задача по строительству школ, детских садов в рамках ГЧП-1, ГЧП-2. И мы включили данное направление по предложению депутатов и наших работников, которые связаны с социальным блоком. Просто здесь надо понимать, что включили данный объект до 1932 года. Мы планируем найти средства, пока о том, в каком году будет разработка проекта сметной документации, я не могу сказать. Там есть определенные ограничения. Проект сметной документации действует только в течение 3 лет, поэтому в планах есть, будем работать. При этом, дополнительно, да, при этом в ожидаемом результате мы ставим 90% обеспечения доступности к инфраструктурам города Якутска. Конечно, это 90% амбициозный процент, остается всего 13 лет реализации данных проектов. А этих проектов у нас в стратегическом документе всего 5. Ну, такая задача поставлена у нас в указе президента страны. Мы не можем ее не исполнить. Будем работать совместно с населением, с депутатами, чтобы решить эту задачу. Хорошо, спасибо. Жанна, еще вопрос? Нет. Вопросов нет. Но на самом деле вопросы были сняты на депутатских слушаниях, в том числе на публичных слушаниях, на президиуме, на наших постоянных комиссиях. Это говорит о том, что мы на подступах к сессии обработали все вопросы. Спасибо, Татьяна Кимовна, присаживайтесь. Проект решения по данному вопросу у вас имеется. Предлагается принять его за основу. В целом, Уважаемые коллеги, поступило предложение принять в целом. Ставлю на голосование принятие проекта решения в целом. Решение принято. Приступаем к рассмотрению третьего вопроса о внесении изменений в решение Якутской городской думы от 25 декабря 2018 года РДД 4-1 о бюджете городского округа города Якутск на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов. С докладом выступает председатель постоянной комиссии по бюджетно-экономической политике Печатный Сергей Викторович. по внесению изменения в бюджет городского округа города Якутск вопрос был рассмотрен на постоянной комиссии по бюджетно-экономической политике Якутской городской думы. Надо отметить, что по данному вопросу все согласования и заключения имеются. Также говорит о том, что проектом решения Якутской городской думы предлагается увеличение дефицита бюджета городского округа города Якутск на 2019 год на 3%, что составит чуть более 243 миллионов рублей. Надо вспомнить о том, что мы принимали бюджет с дефицитом 5%, и решение увеличить до 8% является до 8% от общего годового объема собственных доходов местного бюджета в соответствии с протокольным решением сессии Якутской городской думы от 21 ноября 2018 года.
При этом надо отметить, что дефицит бюджета 2020 и 2021 года остается в тех же пределах 5%. Также надо отметить, что дефицит местного бюджета не должен превышать 10%, в нашем случае будет 8%, что соответствует всем ограничениям, установленным бюджетным кодексом Федерации. За счет увеличения размера дефицита, а также за счет уменьшения размера расходов, предусмотренных на содержание агентства земельных отношений, предлагается увеличить именно те расходы, которые были в протокольном поручении Иркутской городской думы. Перечислять не буду, все вы прекрасно их знаете. Единственное, что здесь дополнилось, это суммы на софинансирование проектов развития общественной инфраструктуры на основании местных инициатив. Это у нас стадион Макани, 150 тысяч рублей, и переоборудование помещения под тренажерный зал в микрорайоне Галаса на сумму 74 тысячи рублей. Также надо отметить, что по исполнению распоряжения главы Республики Саха-Якутия от 28.09.2018 года об утверждении плана мероприятий по росту доходного потенциала, оптимизации расходов бюджета и совершенствованию государственной долговой политики Республики Саха-Якутия на 2019-2021 год, статью 6 предлагается дополнить пунктом 8 следующего содержания. Органы местного самоуправления городского округа города Иркутск не вправе принимать решения, приводящие к увеличению в 2019 году и в планы 2020-2021 год численности муниципальных служащих и работников муниципального учреждения городского округа города Иркутск, за исключением решений в отношении работников муниципальных учреждений по отраслям образования и культуры, создаваемых в соответствии с распоряжением окружной администрации от 25 июня 2015 года. В целом все. Хотелось бы, пользуясь случаем, также отметить, что при подготовке данного проекта обсуждения хотелось бы отметить четкую работу финансово-экономического блока окружной администрации, ну и персонально Михаила Сергеевича. За что большое спасибо. Мы достаточно в кратчайшие сроки подготовили тот документ, который был принят протокольным решением сессии Иркутской городской думы. Спасибо. Спасибо, Сергей Викторович. Есть ли вопросы докладчиков? Тогда мы заслушаем содокладчика, начальника департамента финансов окружной администрации города Иркутска Максимову Ольгу Николаевну. Пожалуйста. Может, сразу вопрос? Если можно вкратце, да? Добрый день, уважаемый Альберт Никандрович, Сардана Владимировна, уважаемые депутаты, приглашенные. Как уже было сказано, проектом решения предлагается увеличить дефицит бюджета на 2019 год с 5% в сумме 405 миллионов до 8% от общего годового объема собственных доходов местного бюджета, или дефицит бюджета увеличивается на 3% в сумме 243 миллиона рублей. Общий объем параметров бюджета городского округа города Иркутска на 2020 и 2021 года по доходам, расходам и по источникам дефицита бюджета не меняется. Таким образом, источники финансирования дефицита бюджета, который увеличивается на 243 миллиона рублей, увеличивается за счет привлечения кредитов от кредитных организаций. Также уточняются иные источники финансирования дефицита бюджета по выданным муниципальным гарантиям с учетом фактического погашения обязательств принципала в декабре 2018 года. С учетом увеличения дефицита бюджета на 2019 год уточняются источники финансирования дефицита бюджета на плановый период в части муниципальных заимствований. При этом общий размер дефицита бюджета на плановый период остается неизменным в размере 5% от общего объема собственных доходов. В связи с уточнением источников финансирования дефицита бюджета вносятся соответствующие изменения в программу заимствования городского округа на 2019 год и на плановый период, в раздел 2 программы муниципальных гарантий на 2019 год. Также меняется размер верхнего предела муниципального долга городского округа города Иркутск, который составит на
1 января 2020 года 3 миллиарда 420 миллионов рублей, на 1 января 2021 года 3 миллиарда 583 миллиона рублей и на 1 января 2022 года составит 3 миллиарда 845 миллионов рублей. Также происходит рост объема муниципального долга. Как уже сказал Сергей Викторович, происходит увеличение расходов бюджета на 2019 год за счет привлечения кредитов от кредитных организаций, а также за счет уменьшения расходов, предусмотренных на содержание муниципального казенного учреждения агентства земельных отношений. При этом уточняется 5 муниципальных программ и расходы по непрограммным расходам. Кроме того, вносятся изменения в целях приведения соответствия кода бюджетной классификации без изменения общего объема расходов. По муниципальной программе развития образования городского округа происходит передвижка на муниципальную программу «Комплексное развитие социальной инфраструктуры» в сумме 10 миллионов рублей. Также происходит у нас уточнение кода вида расходов бюджетной классификации по мероприятиям, направленным на государственно-частное партнерство. Здесь перемещаются субсидии, предоставляемые юридическим лицам на финансовое обеспечение, перемещаются на субсидии по возмещению части затрат. Также в целях упорядочения субсидий на возмещение затрат с оказанием услуг по техническому обслуживанию предлагается осуществление перемещения бюджетных ассигнований с департамента градостроительства соответствующим главным распределителем бюджетных средств. Это на управление образованием, также на управление культуры и духовного развития. И предлагается изменение в тексте проекта решения в части дополнения пункта 8 статьи 6, которые должны приводить к увеличению в 2019 году в плановом периоде численности муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, за исключением решений, которые вводятся по объектам ВЧП. Данный пункт вносится в связи с принятием утверждением распоряжения окружной администрации города Якутска 29 декабря за номером 2589-Р плана мероприятий по оптимизации расходов бюджета городского округа на 19 и 21 годы. Спасибо за внимание. Коллеги, есть ли вопросы? Вопросов? Анна Леонидович, пожалуйста. Добрый день еще раз. На заседании постоянной комиссии по бюджетно-экономической политике по вопросу дополнительного выделения 23 миллионов рублей на капитальный ремонт образовательных учреждений у меня было предложение до сессии представить вернее, список тех объектов, которые подлежат к ремонту в текущем году. Есть этот список? Список, да, представлен в управлении образования. Есть. Да? Все. Я еще не знакомился. Спасибо. Еще вопросы, уважаемые коллеги? Вопросов нет. Спасибо большое. Организаторы представляют. Уважаемые коллеги, проект решения по данному вопросу у вас имеется. Предлагается принять его за основу. Прошу проголосовать. Выступление. У вас выступление? Пожалуйста, извиняюсь, Сергей Викторович. Ну, если мы примем данное изменение, то действительно мы пошагово будем, скажем так, идти к тому, что те предложения, которые на сессии прозвучали, будут двигаться. Но я бы хотел еще отметить, что те протокольные поручения, которые были, это не все, что сейчас здесь отражено. Мы говорили о том, что это было и предложение депутатов, и предложение контрольно-счетной палаты. Это методики расчета доходной части бюджета. Мы договорились с вами, что это будет в первом квартале. И предварительно, первые две сессии, да, бог с ним будет первый квартал, но в любом случае эти надо вещи делать. И плюс к этому я хотел бы напомнить, окружная администрация уже отрабатывала, это те также предложения, которые мы обсуждали при бюджете, и дополнение, скажем так, в текущем году, которое предлагается внести, это финансирование тех или иных мероприятий.
помощи нет, но в любом случае, чтобы у вас было по отличной конкуренции. Спасибо. Спасибо. Если выступление еще, пожалуйста, Иванович. Благодарю. У меня будет пожелание. До этого на сессии мы разбирали и приняли решение, что при экономии каждый раз будет рассматриваться на нашей комиссии по бюджету, финансовому. Поэтому было бы очень хорошо на заседании нашей комиссии, которая работает именно по направлению молодежной политики, было дано поручение изыскать средства из экономии для обеспечения финансирования, опять же, нашим строительным студенческим отрядом. Это как пожелание, чтобы в последующем при экономии этот момент не упускали. Сергей Викторович, у вас данный вопрос указан в перечне? Там, то, что касается молодежи, там есть программные мероприятия, но не более. То есть то, что касается организации студентов, то есть оплаты студенческих отрядов в текущий период. Здесь уже вопрос задавался, когда первый вопрос рассматривали. На самом деле, окружная администрация и депутатский корпус должен принять, а надо ли это вообще? То есть вы хотите сказать, что есть необходимость проголосовать? Ну, нет, я думаю, что здесь это должно быть, как обсуждение, полемика, наверное, в рабочем порядке. Но я абсолютно не согласен, когда начинают считать, сколько студенты тонн вывезли мусора, да, или собрали, и сколько им заплатили. То есть абсолютно неправильный подход. Почему? Потому что кроме этого студенты выполняют и другие работы, которые не связаны с мусором, да, это и покраска, и разбор там каких-то сооружений, которые требуются рабочие руки. Ну и немаловажно, что это действительно наша занятость молодежи и может даже где-то там такое воспитание. Поэтому тут сначала надо решить, насколько это надо, в каком объеме. Это, наверное, мнение в том числе и управ. Спасибо. Еще есть выступление? Вступление не только. Уважаемые коллеги, проект решения по данному вопросу у вас имеется. Предлагается принять его за основу. Прошу проголосовать. Какие будут предложения по данному проекту решения? Так как хорошо, поступило предложение принять в целом. Ставлю на голосование принятие проекта решения в целом. Решение принято. Приступаем к рассмотрению четвертого вопроса о внесении изменений в положение о порядке выхода из состава учредителей, участников хозяйственных обществ и продажи долей вкладов, паев и акций, находящихся в собственности муниципального образования города Якутск, утвержденное постановлением городского собрания депутатов города Якутска от 22 ноября 2003 года ПГС 11-9. С докладом выступает исполняющий обязанности председателя постоянной комиссии по имущественным и земельным отношениям Солодюк Иван Владимирович. Постоянная комиссия Якутской городской думы по имущественным и земельным отношениям рассмотрела представленный проект решения и отвечает следующее. Проект разработан в целях приведения в соответствие с учредительными документами и нормативными актами городского округа. Данный проект содержит следующие основные изменения. Наименование органов самоуправления переведено в соответствии с уставом городского округа. Наименование органов управления в отношении объектов муниципальной собственности городского округа переведено в соответствии с положением о департаменте имущественных и земельных отношений с администрацией города Якутска, утвержденным решением Якутской городской думы от 11 июня 2014 года. Также в проекте актуализированы сведения о программе прогнозного плана приватизации муниципального имущества городского округа. В соответствии с изложенным комиссией принято решение о внесении проекта на заседание президиума, а также рекомендованной Якутской городской думе одобрить данный проект. Спасибо. Есть ли вопросы к докладчику?
Вопросов нет. Слово для доклада предоставляется начальнику департамента имущественных и земельных отношений окружной администрации города Иркутска Егеменко Жанне Викторовне. Добрый день, Виктор Николаевич, Сказала Владимировна, уважаемые депутаты и приглашенные. Разрешите представить мой проект. В выступлении Ивана Владимировича я добавлю то, что этот проект у нас действует с 2003 года. Вот. Изменения, которые сейчас внесены нами, они касаются момента, когда мы принимаем решение о выходе из какого-либо общества. Это решение принимается Департаментом имущественных и земельных отношений, поскольку мы обладаем правом управлять пакетом акций и являемся представителем учредителя. По инициативе Анатолия Андреевича с его подачи нами в проект была внесена важная корректировка, что это делается в соответствии с действующим законодательством и порядками, которые установлены в городе и в республике. Я хочу отметить, что, несмотря на формулировку «самостоятельно принимает решение», ДИЗО все-таки делает это вместе с депутатами и вместе с руководством города. А все наши общества, они имеют коллегиальные органы, в каждый входит действующий депутат, вместе сообща, если мы приходим к таким решениям, то это делается так. По проекту у меня все. Какие будут вопросы? Это приведение в соответствии с ФЗД. Это приведение в соответствии с уставом. Дело в том, что вот в этом порядке, который мы сейчас рассматриваем, там до сих пор слово «мэрия» было, да? Тогда как мэрия уже давно нет, есть муниципальное закон. Название ДДО поменяли и название прогнозного плана. Раньше там по прогнозному плану стояли даты 2003-2005 год, сейчас, конечно, уже не стоит. Редакционные правки, да, получается? Приведение в соответствии с уставом города Иркутска. Еще вопросы есть? Вопросов нет. Спасибо, Жанна Викторовна. Уважаемые коллеги, есть ли выступления? Выступления нет. Проект решения по данному вопросу у вас имеется. Предлагается принять его за основу. Поступило предложение принять в целом. Ставлю на голосование принятие проекта решения в целом. Решение принято. Приступаем к рассмотрению пятого вопроса о внесении изменений на нормативно-правовые акты Иркутской городской думы от 8 апреля 2015 года под номером 1041 НП «Положение о маневренном жилищном фонде городского округа города Иркутска». С докладом выступает исполняющий обязанности председателя постоянной комиссии по имущественным и земельным отношениям Солодюк Иван Владимирович. Комиссия по имущественным и земельным отношениям также рассмотрела данный проект и отметила следующее. Проект разработан в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации, а также с постановлением правительства Российской Федерации об утверждении правил отнесения жилого помещения к специализированному жилищному фонду и типовых договоров найма специализированных жилых помещений. Целью нормативного акта является совершенствование мероприятий по формированию, предоставлению и пользованию жилыми помещениями маневренного фонда городского округа города Иркутска. В связи с необходимостью установления порядка финансирования и содержания ремонта маневренного фонда нормативный акт дополняется разделом 5 «Финансирование, содержание и ремонт маневренного фонда». В соответствии с изложенным комиссией было принято решение о внесении проекта заседания президиума, а также рекомендовано Иркутской городской думе одобрить проект. Спасибо. Спасибо, Иван Владимирович. Есть ли вопросы к докладчику? Слово для доклада предоставляется начальнику департамента имущественных и земельных отношений окружной администрации города Иркутска Жанне Викторовне Егеменко. Уважаемые депутаты приглашенные, разрешите доложиться по второму проекту. Второй проект – это изменение положения о маневренном фонде. Это положение принято в 2015 году, и оно действовало на протяжении 3 лет. Сегодня мы вводим раздел номер 5, который предусматривает финансирование маневренного фонда. Основные положения этого раздела заключаются в следующем.
текущий ремонт и содержание осуществляется, конечно же, за счет городского округа города Якутска, так же, как и капитальный ремонт. За счет средств граждан должны выплачиваться коммунальные платежи. Все крупные затраты лежат на нас, как на собственники. Надо отметить, что эти вещи они действовали раньше в порядке законодательства, но сейчас мы приводим нормативную базу соответствия с той целью, чтобы предусматривать на маневренный фонд деньги. В настоящее время финансирование для маневренного фонда не предусмотрено. Но, к сожалению, так получается, что для многих людей это становится больше, чем временное жилье, и нужно держать его в соответствующем порядке. Вот. Положения в нормативно-правовом акте, они небольшие, основные вещи я озвучила. Естественно, что капитальный ремонт это за городским округом город Якутск. В случае, если маневренный фонд ни за кем не закреплен, также затраты несут городской округ. У меня по выступлению все. Спасибо. Есть ли вопросы за докладчиков? Вопросов нет? Есть. Пользуясь этим вопросом, насколько единиц вообще помещений маневренного фонда в городе Якутск, я просто этими цифрами не владею, просто хотела бы услышать. Да, я готова ответить. У нас сейчас 4 здания, которые располагаются в маневренный фонд. Это Чернышевского, 58, 2 здания по Покровскому тракту, 7 километр, дом 14 и дом 16, Жовства. Также у нас есть помещение Лунгина, 40/5. Значит, я могу назвать квадратуру. Это нужно, да? Нет, достаточно. Еще вопросы? Вопросы нет? Спасибо. Присаживайтесь. Выступление? Вопрос был у вас? Нет, не к докладчику. Хорошо. Данный вопрос не рассматривался в комиссии по городскому хозяйству и экологии. На самом деле, маневренный фонд для, скажем так, города это вообще достаточно большая проблема. То есть к аппарату или к вам как руководителю. Но мы посчитали, что этот вопрос в первую очередь касается вопросов имущества, поэтому данный вопрос был переадресован постоянной комиссии по имущественным изменениям. Еще вопросы есть у вас? Вопросов нет, выступления? Выступлений нет. Проект решения по данному вопросу у вас имеется. Предлагается принять его за основу. Поступило предложение проголосовать в целом. Ставлю на голосование принятие проекта решения в целом. Прошу проголосовать. Единогласное решение принято. Приступаем к рассмотрению 6-го вопроса о присвоении первых и очередных классов чинов муниципальным служащим городского округа города Якутска. Слово для доклада предоставляется председателю постоянной комиссии по месту управления, законности и регламенту Васильеву Николаю Николаевичу. Пожалуйста. Данный проект решения рассмотрен председателем по месту управления, законности и регламенту. Проект предлагается присвоить муниципальным служащим городского округа города Якутска первые и очередные классы лечения. Действительно, муниципальный совет 3 класса Владимир Юрьевич, первый заместитель главы городского округа города Якутска. Муниципальный совет 3 класса Воробьев Михаил Сергеевич, заместитель главы городского округа города Якутска. Гоголь Василий Васильевич, заместитель главы городского округа города Якутска. Степанова Наталья Романовна, заместитель главы городского округа города Якутска. Соответствующей акции 7 статьи 4 Закона Республики Саха-Якутия по порядку присвоения сохранения классных чинов муниципальным служащим веществ, 7 статьи 4 положения порядка присвоения сохранения классных чинов муниципальных служб городского города Якутска, утверждение решения ГИБДД от 20 апреля 2011 года ГИБДД 33-15 классных чинов действительно муниципальным советникам 1, 2, 3 класса и муниципальным советникам 1, 2, 3 класса присваивается муниципальным служащим Якутского городского дома по представлению главы городского города Якутска, представителя, нанимателя, работодателя Якутского городской дома. Очередной классный чин присваивается муниципальным служащим по стечению срока, установленный для прохождения муниципальной службы при предыдущем чине. На основании высшей сборной постоянной комиссии единогласно принятие решения внести на рассмотрение
необходимо и одобрить данный проект. Спасибо. Уважаемые коллеги, есть ли вопросы Николаю Николаевичу? Вопросов нет. Слово для доклада предоставляется начальнику управления кадров окружной администрации города Якутска Кугаевой Снежане Владимировне. Добрый день, уважаемые участники сессии, после порядка дома приглашенные. На данный проект действительно вносится в цели реализации федерального закона, закона Республики Саха-Якутия, наши основоположения, которые пришли на Якутскую городскую думу. Мы применяем данную норму с 2011 года. Через сессию у нас вносятся не все, как мы видим. Представительство размещает высшие должности муниципальных служб и главы. Это первый заместитель главы и заместитель главы. Данные муниципальные служащие имеют необходимый стаж и вносится. Просим поддержать. Есть ли вопросы к задаче? Вопросов нет. Спасибо. Сажайтесь. Сейчас идет. Выступление. Проект решения по данному вопросу у вас имеется. Предлагается принять его за основу. Поступило предложение принять в целом. Ставлю на голосование принятие проекта решения в целом. Прошу проголосовать. Решение принято. Приступаем к рассмотрению седьмого вопроса сессии о присвоении очередного классного чина муниципальным служащим городского города Якутска. Слово для доклада предоставляет специалист постоянной комиссии по местному управлению законности и регламента Василию Николаю Николаевичу. Данный проект на постоянной комиссии. Проект предлагается присвоить классный чин муниципальный советник первого класса и Марина Кулярина Кинтон, руководитель аппарата Якутска городского дома, согласно части 7 статьи 4 Закона Республики Саха-Якутия и части 7 статьи 4 положил порядок присвоения и собрания класса чинов муниципальным служащим городского города Якутска. На основании высказанного постоянной комиссии единогласное решение внести на рассмотрение президиума и одобрить данный проект. Спасибо. Есть ли вопросы к докладчику? Вопросов нет. Слово для доклада предоставляется исполнительному начальнику управления Якутской городской думы доцент Алексей Александрович. Добрый день, уважаемые депутаты. Проект решения предусматривает... Предлагается принять его за основу. Поступило предложение принять проект решения в целом. Ставлю на голосование. Прошу проголосовать. Спасибо. Решение принято. Приступаем к рассмотрению 8-го вопроса о награждении знаком отличия почетных работник жилища коммунального хозяйства города Якутска. Слово для доклада предоставляется председатель постоянной комиссии по местному управлению законности и регламента Василию Николаю Николаевичу. Данный проект рассмотрен постоянной комиссией. Порядок награждения знаком отличия почетного работника жилища коммунального хозяйства города Якутска утвержден нормативными правовыми актами Якутской городской думы 23 ноября 2016 года номер 314 о учреждении знака отличия почетного работника жилища коммунального хозяйства города Якутска. Согласно порядку знаком отличия почетного рабочего жилища коммунального хозяйства города Якутска, городского города Якутска помещаются рабочие и высококвалифицированные работники предприятий, организаций учреждений жилищных коммунальных хозяйств, научных проектов учебных заведений отрасли, а также объявиться внешнюю значительную вклад в развитие жилищно-коммунальных хозяйств городского города Якутска. Пунктом 1 проекта решения прилагается многолетний плодотворный труд и заслуг в области жилищно-коммунальных хозяйств городского города Якутска
удостоверить знаком отличия почетного жилищного коммунального хозяйства города Якутска Арцеляна Сергея Валюловича, слесаря объекта разряда по ремонту насосного оборудования, ремонта механического цеха акционерного общества «Теплоэнергия», Атласова Семена Руковича, электросварщика, слесаря муниципального унитарного предприятия «Пригородная теплосетевая компания» городского округа Якутск, начальника отдела экологии и обращения в ходе муниципальных контрольно-учрежденных служб эксплуатации городского хозяйства городского округа города Якутска, Буйновича Ирина Павловна, главного механика акционерного общества «Водоканал», Егорова Анжелика Дмитрия, главный специалист отдела управления жилищным фондом муниципального контрольного учреждения служб эксплуатации городского хозяйства городского округа города Якутска, Карасова Галина Ивановна, мастер по благоустройству общества ограниченного действия центрального военно-диспетчерской службы, Очева Анатолия Ивановича, начальница дозора автоколонного номер 3 муниципального унитарного предприятия Елком-Сервис городского округа города Якутск, Мистерова Сергея Анатольевича, начальница дозора автоколонного номер 3 муниципального унитарного предприятия Елком-Сервис городского округа города Якутск, Попова Марина Трофимовна прораб участка благоустройства акционерного общества «Якутстрой», соответственно, в порядке награждения знаком отличия отмечаются работники, имеющие стаж работы в жилищно-коммунальной отрасли не менее 10 лет и присваивается ежегодно не более чем 10 лет при жизни или посмертно. Таким образом, принять настоящее решение находится равно полномочий Якутского сходу, Дума не противоречит действию законодательства. На основании высказанного изложено на постоянном комиссии единогласное решение внести на рассмотрение президиума и удовлетворить данный проект. Спасибо. Вопросы закончены. Вопросов нет. Слово для суда доклада предоставляется начальнику департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Привожной администрации города Якутска Петрову Степану Спартаковичу. Добрый день, уважаемые депутаты, уважаемые приглашенные. Комиссия по принятию решения о присвоении знака отличия почетной работы жилищно-коммунального хозяйства города Якутска, рассмотрев 24 заявления, приняла решение, единогласное решение по присвоению знака 9 работников сферы, которые были перечислены. Прошу поддержать. Да, пожалуйста. Степан Спартакович, вот во время президиума мы обратили внимание на ошибку, что у нас у Блиновича Ирина Павловна была, ну скажем, ошибка в предприятии. Она является главным механиком акционерного общества «Водоканал», но в документах было главный механик акционерного общества «Теплоэнергия». Я посмотрела все документы, в заключении комиссии, в решении, в проекте решения Думы, она уже написана как представитель «Водоканала», но в пояснительной записке до сих пор «Теплоэнергия». Так, и в решении комиссии, по-моему, до сих пор, в решении комиссии, которая когда прислала, она тоже до сих пор «Теплоэнергия». То есть не все документы поменяли. Хорошо. Ну, вчера должны были все это внести изменения. Ну, вот, видимо, не все внесли. Вот те документы, которые мы сегодня принимаем, там все правильно, уже «Водоканал» стоит, ну вот в частности пояснительная записка «Теплоэнергия». Степан Спартакович, этот же вопрос мы поднимали на президиуме, мы сказали, что вы исправите. Да, вчера отработали с вашим представителем, и я думаю, что это... Но если вот сегодня мы видим на сессионных вопросах такие, скажем, неточности, значит, получается, не все документы отработали. Поэтому попросил бы вас впредь более внимательно. Хорошо? Еще вопрос? Пожалуйста, Феликс Игоревич. Я не вопрос, а предложение. Ввести такое понятие, как подшефная работа в сфере нефтепродуктов и исключения на территории городского округа города Якутска. Дело в том, что у нас очень много работников, которые занимаются эксплуатацией автозаправочных там на территории городского округа. Было бы здорово, если мы заметили их труд, скажем так, есть люди, которые по 20-25 лет работают в этой сфере. Спасибо. Ну, у нас есть подсчетная награда по
получается, да, в принципе, под это может в сфере энергетики. Поддержка со стороны поддержки. Дмитрий Игоревич, если я правильно понял вас, вас не устраивает, что вот расчет энергетики, да, вы хотели бы отдельно выделить, да? Дело в том, что нефтепереработку, да? Да, ну, чтобы был тоже расчетный работник нефтепереработки. Ну, это ваше право, вы можете У нас внести. есть избрали из Алтумания такое предложение, может быть, даже Симона Республиканского, почему нет? Сейчас мы рассматриваем немножко другой вопрос, поэтому носите, рассмотрим. Хорошо? Еще предложение? Предложения нету. Проект решения по данному вопросу у вас имеется. Предлагается принять его за основу. Поступило предложение принять данный проект в целом. Ставлю на голосование принятие проекта решения в целом. Решение принято. Спасибо. Уважаемые коллеги, приглашенные повестка заседания сессии исчерпана. Приглашенные могут быть свободны. Депутатов попрошу остаться.